Меня зовут Кривошапкина Анастасия Ивановна, я врач-неонатолог. Вязание, значит, помогает недоношенному ребенку, во-первых, стимулирует их, это легкий массаж кожи, да, ребенка. Через рецепторы, значит, он стимулирует свои дыхательные центры, сохраняет тепло. В общем, очень много таких важных моментов, которые как бы помогают ребенку развиваться. Значит, детские вещи для недоношенных детей вяжутся только из натуральной пряжи. И в основном это шерсть и хлопок. Выбираем мы, во-первых, поярче цвета и так, чтобы они не, как сказать, чтобы не было этих ворсинок, скажем так. Вязать начала я, но это примерно 2 года назад я начала это делать. У нас эту идею подхватывают еще и мамочки, которые ухаживают за своими детьми, да, потому что зачастую бывает, что ребенок находится отдельно в боксированной палате, да, мама находится отдельно. Она только приходит и в бокс и ухаживает за ребенком. И она видит, что у кого-то есть такая игрушка, и она хочет как бы своему ребенку свою игрушку сделать, да. Поэтому у нас женщины очень хорошо вяжут, достаточно много, да, женщин таких. И они вяжут для своих детей такие игрушки. Мы вообще не препятствуем этому, наоборот, это как бы стимулирует, связывает маму и ребенка, да. Она с такой любовью и теплотой это делает, поэтому я считаю, что это очень немаловажный фактор. У нас в отделении вяжут несколько человек. Самая главная вязальщица у нас Марина Васильева. И она прекрасно вяжет эти детские вещи, у нее очень прекрасно получается. В Ютубе, в интернете можно посмотреть прям поэтапно, как связать ту или иную вещь. В основном это очень маленькие носочки, размеры самых маленьких носочков от 4 до 5 сантиметров, и шапочки. Шапочки в основном вяжутся без завязок, для того, чтобы они не стягивались, и они достаточно свободные. Шерсть, на самом деле, она хорошо держит тепло, и так как она достаточно грубая, скажем так, да, она хорошо массажирует и стимулирует недоношенных детей. Вяжутся не только носочки и шапочки, но еще и одеяльца. Конечно, может, да. Мы это очень приветствуем, потому что изделия шерстяные, они достаточно быстро портятся, особенно после такой частой обработки. Соответственно, идет усадка и выцветание этих вещей, да, соответственно, а времени на того, чтобы вот прямо сесть и вязать эти вещи, не у всех медицинских работников это хватает. В нашем отделении каждая игрушка, каждое изделие такое, она, во-первых, стирается, и мы их автоклавируем. То есть отдельно укладываем в специальную такую бумагу, скажем так, закладываем их и стерилизуем их таким образом. И это делается каждый день. То есть каждый день выдается новая игрушка ребенку, то есть на 24 часа. Каждая щупальце, она имитирует пуповину, которая питала ребенка во время внутриутробного развития. И осьминожку ложат недоношенному ребеночку для того, чтобы ему не было одиноко, во-первых, да, чтобы у него было что-то такое теплое рядом. И он может непроизвольно схватить за щупальцу этой игрушки и тем самым успокаиваться, и чтобы оно придавало ему какой-то уверенности, можно так сказать. И есть такое небольшое практическое значение, потому что у ребенка, у которого есть осьминожка, чаще всего не выдирает ни зондов, ни каких-либо других специальных приспособлений, которые поддерживают этого ребеночка.